Каким образом Кыргызстан получил статус ВСП+. Как и почему? Спасибо за приглашение в студию. Включение Кыргызстана в ВСП+, это очень важный шаг в отношениях между Кыргызстаном и Европейским Союзом. ВСП+, это схема, предназначена для стран, которые отвечают конкретным критериям. Во-первых, это политические критерии, что страна должна была ратифицировать 27 важных конвенций, международных конвенций по правам человека, правам труда, хорошему управлению и защите окружающей среды. И Кыргызстан эти все конвенции ратифицировал и принял обязательство их выполнять. Другое это экономическое. ВСП+ предлагается для стран, которые не самые богатые, еще развивающиеся страны нижнего среднего уровня доходов, и у которых экспорт и интегрирование в мировую экономику еще не так развивалось. Так что это мера, чтобы способствовать развитию Кыргызстана. Чтобы включиться в ВСП+, страна сама должна подать заявку, что и Кыргызстан сделал в прошлом году. Тогда эту заявку просмотрела комиссия Евросоюза, потом члены страны Евросоюза и Европейский парламент. И это решение вступило в силу 27 января этого года. Что дает статус ЕСП+ Кыргызстану? Какие мы получим преференции, льготы, послабления? ВСП+ это значит, что 66% категорий продукции, которые экспортируются в Европейский Союз, это можно делать за нулевые тарифы, без пошлин. И если мы включаем также другие уже существующие нулевые тарифы, все взяты вместе, 92% уже товаров Кыргызстан может экспортировать в ЕС без пошлин. Это значит, что значительно повышается потенциал Кыргызстана, чтобы экспортировать свои товары в Европейский Союз. Потому что если мы сравниваем ситуацию со странами, у которых нет таких льгот, то разница будет от 9 до 14% пошлин. Но ВСП+ это и в принципе значит, что вы можете экспортировать свои товары без пошлин. Все-таки Кыргызстан должен отвечать также всем другим требованиям для импорта в Европейский Союз, например, безопасности продовольственных товаров и также правила происхождения товаров, что товары должны быть из Кыргызстана. Кыргызстан уже раньше был членом ВСП. Это схема другой ступень до ВСП+. И там также были льготные тарифы, но не так хорошие условия, как ВСП. Так что, в принципе, уже у некоторых фирм Кыргызстана есть опыт в этом плане, но сейчас просто эти условия еще лучше, чем раньше. А у вас есть статистика по товарообороту между странами Евросоюза и Кыргызстаном за 2015 год? Я посмотрел на цифры, и товарооборот Кыргызстана с Евросоюзом довольно скромный. В 2015 году Кыргызстан экспортировал в Европейский Союз
товаров за 50 миллионов долларов, а импортировал за 320 миллионов. Так что импорт намного выше, чем экспорт. И если мы возьмем развитие с 2000 года, тогда товарооборот повысился на много раз, на почти 3 раза, но и экспорт из Кыргызстана в Евросоюз сократился, а импорт товаров Евросоюза в Кыргызстан повысился. Так что эти цифры довольно скромные. Евросоюз для Кыргызстана, товарооборот Евросоюза это для Кыргызстана 6,8% всего товарооборота страны. А для Евросоюза Кыргызстан вообще довольно скромный партнер, там на 130 месте, может быть, где-то в таблице всех партнеров в мире. Так что есть возможность, конечно, развивать это. Есть потенциал для большей торговли. Да, для большей торговли. Хорошо. А что Кыргызстан экспортирует в Европу и что им импортирует? Сегодня главными статьями экспорта Кыргызстана в Евросоюз являются сырьевые ресурсы, как сельхозпродукция. Это самое главное. А также некоторые другие товары, как двигатели, механизмы, оборудование и так далее. Для Кыргызстана надо сейчас проанализировать свою промышленность и сельское хозяйство и сравнить эти данные с этими категориями, которые Кыргызстан может экспортировать за нулевые тарифы, и выяснить выяснить такие отрасли, где потенциал экспорта самый высокий. Если работать над экспортом Кыргызстана в Евросоюз, тогда надо анализировать рынок Евросоюза и конкурентоспособность разных товаров. И это, по-моему, эта работа уже ведется. Для Кыргызстана надо найти такую продукцию, которая будет вызывать интерес в Евросоюзе. Вы можете показать или высшее качество, или лучшие цены. Там, по данным аналитиков, есть потенциал, например, в текстильном отрасли. Конечно, очень важная отрасль для Кыргызстана – это сельское хозяйство. Там надо иметь в виду, что конкуренция на рынке для производственных товаров в Европейском Союзе довольно высокая. И надо найти свой ниш. Одним из этих может быть органическая продукция, потому что в Кыргызстане намного меньше пользуют, например, пестициды или другие такие химикаты, и поэтому эта продукция всегда интересует, в принципе, потребителей в Европейском Союзе. Также, наверное, было бы хорошо обратить внимание на переобрабатывающий потенциал, потому что если экспортировать просто там фрукты или овощи, это можно делать на довольно низкие цены. Но если здесь в стране переобрабатывать эту продукцию, это уже можно продать на более высокие цены, и также сохранить эту продукцию можно надолго, и поэтому и экспорт будет полегче. Допустим, я фермер,
Я хочу свою молочную продукцию, мясную, овощи, фрукты в Европу отправить и продать. Ну, во-первых, как всегда на рынке надо найти себе партнер или иметь фирму в Европе, которая будет продавать вашу продукцию. Уже это первый ступень, это довольно важно. И другое, конечно, есть конкретные требования, как я уже раньше заметил, в отношении продуктов, чтобы они отвечали разным нормам Европейского Союза. Одно это правило происхождения, что надо подтвердить, что это продукция из Кыргызстана или она обрабатывалась в Кыргызстане так, что можно сказать, что здесь уже добавили новое качество, и это можно считаться как продукцией Кыргызстана. Для этого есть правила Евросоюза, и доступны на сайте Европейской комиссии. Мы их разделили также с вашим Министерством экономики. И они, если есть интерес, они будут доступны всем интересующимся. И другое – это комплекс требований по безопасности продуктов. Это очень высокотехнический комплекс требований, и там я не хотел бы сейчас детально войти в эту тематику, но также эта информация доступна на сайте Европейской комиссии. Есть тематический сайт для экспортеров в Европейский Союз, где есть доступна вся информация. И мы также работаем вместе с вашим Министерством экономики, чтобы больше эту информацию делать доступным также на русском языке. Но если у компаний Кыргызстана есть партнеры в Европе, они также хорошо знают о этих требованиях. Один аспект и есть довольно важный, что иногда продукция отвечает всем требованиям, но просто производители не умеют оформировать документацию. И может случиться, что отправят товар в Европейский Союз, но они не могут это возить по нулевым тарифам, просто потому что нет документации. Поэтому, чтобы оформить документацию, это очень важный шаг в этом направлении.